Здравствуйте, ребята! Рада приветствовать вас на уроке. Тема нашего урока – бессоюзное сложное предложение. Речевая тема нашего урока – каждый человек красив по-своему. Сегодня на уроке вы систематизируете знания о бессоюзном сложном предложении. Научитесь использовать в устной и в письменной речи. Сможете рассказать о чувстве красоты. Но прежде познакомимся с новыми словами. Врожденный, грациозно, изящно, неряшливый, эстетический. Нельзя оторвать глаз, располагать с первого взгляда. Давайте посмотрим, что означают эти слова. Врожденный – данный человеку от рождения. Например, врожденный талант. Грациозно, стройно, красиво. Изящно, красиво, художественно. Неряшливый значит неаккуратный. Например, неряшливый вид. Эстетический, отвечающий требованиям красоты. Нельзя оторвать глаз. Очень приятно смотреть. Располагать с первого взгляда. Вызывать приятное отношение к себе с первой встречи. А теперь обратите внимание на опорные слова. Хороший, плохой, дурной, природный, эстетический вкус. Ситцевая, шерстяная, шелковая, льняная ткань. Очаровательная, приветливая, жизнерадостная, неряшливая девушка. Общая, врожденная, художественная культура. Культура поведения, речи, культура одеваться. Дурно, красиво, модно, изящно, со вкусом одеваться. Изящно, легко, пластично, грациозно двигаться. Мы познакомились с новыми и опорными словами, с которыми будем работать на уроке. А сейчас прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке? Люблю красивых, жизнь их, быт, улыбку, добрый смех. Воспринимаю как открытие, наиглавнейшее из всех. Сегодня на уроке мы будем говорить о красоте. Но прежде выполним упражнение. Задание первое. Замените следующие словосочетания с несогласованными определениями на словосочетания с согласованными определениями. Проверьте себя. Блузка из ситца, ситцевая блузка. Скатерть из льна, льняная скатерть. Юбка из шелка, шелковая юбка. Кофта из шерсти, шерстяная кофта. Переходим к выполнению задания второго. От данных прилагательных образуйте наречия. Проверьте себя. Очаровательный – очаровательно. Притязательный – притязательно. Уместный – уместно. Грациозный – грациозно. Пластичный – пластично.
Составьте словосочетания с полученными наречиями. Давайте посмотрим, какие словосочетания у вас получились. Уместно, притязательно одеваться. Грациозно, пластично двигаться. Переходим к выполнению следующего задания. Подберите к данным словосочетаниям синонимичные выражения. А теперь проверьте себя. Красиво одеваться, изящно одеваться. Красивая девушка, очаровательная девушка. Красиво двигаться, грациозно двигаться. Задание 5. От данных прилагательных образуйте существительные. Давайте посмотрим, какие существительные у вас получились. Неряшливый – неряшливость, занятый – занятость, изящный – изящность, пластичный – пластичность, притязательный – притязательность. Сегодня на уроке мы с вами будем говорить о роли красоты в жизни человека. Прослушайте текст. Согласны ли вы с приведенными высказываниями? Во все времена и во всех уголках земного шара люди хотели и хотят быть красивыми. В этом нет ничего плохого. Внешний вид человека и его внутренний мир взаимосвязаны друг с другом. От нашего чувства красоты, умения работать над собой зависит то, как мы выглядим. Нет людей некрасивых, есть люди ленивые. Определите вид предложений. Во все времена и во всех уголках земного шара люди хотели и хотят быть красивыми. В этом нет ничего плохого. Это бессоюзное сложное предложение. Внешний вид человека и его внутренний мир взаимосвязаны друг с другом. От нашего чувства красоты, умения работать над собой зависит то, как мы выглядим. Это тоже бессоюзное сложное предложение. Ребята, мы с вами проходили следующие виды сложного предложения. Сложно подчиненное предложение, сложно сочиненное предложение. И сегодня на уроке мы с вами узнаем, что называется бессоюзным сложным предложением. Обратите внимание на экран. Бессоюзное сложное предложение характеризуется отсутствием союзных средств. Связь между его составными частями выражается с помощью интонации, соотносительными формами сказуемого, лексическими средствами. Существуют следующие типы отношений между частями бессоюзных сложных предложений. Одновременность или последовательность действий. Например, наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Сопоставление или противопоставление. Чин следовал ему, он службу вдруг оставил. Временные или условные отношения. Например, биться в одиночку жизни не перевернуть. Причинные отношения. Например, не удалось Артему устроить брата учеником в депо. Моложе 15 лет не брали. Отношения следствия. Не было никакой возможности уйти незаметно. Он вышел открыто.
Пояснительные отношения. Я не мог заснуть. Передо мной во мраке вертелся мальчик с белыми глазами. Отношения дополнения. Федор понял, речь шла о связи. Переходим к выполнению упражнения. Прочитайте высказывание. Найдите в нем бессоюзное сложное предложение. Человек творит самого себя. И вслед за французами весь мир повторяет: нет людей некрасивых, есть люди ленивые. Обидно, что часто мы понимаем это поздно. Безжалостное время уже заберет у нас немало красоты и молодости. Хотя есть люди, которые этим грустным закономерностям не подчиняются. Они убедительно подтверждают тезис: все хотят быть красивыми, все должны быть красивыми, все могут быть красивыми. Определите вид предложений и составьте схемы. И вслед за французами весь мир повторяет: нет людей некрасивых, есть люди ленивые. Они убедительно подтверждают тезис: все хотят быть красивыми, все должны быть красивыми, все могут быть красивыми. А теперь прочитайте текст, отвечая на вопросы после каждой остановки. Искусство красиво одеваться – вещь довольно сложная. Одни думают, что все зависит от природного вкуса, и если его нет, то нечего стараться, все равно ничего не выйдет. Нельзя забывать о том, что в каждом в той или иной степени заложено врожденное чувство красоты. Только его надо обязательно подкрепить соответствующими знаниями. Человек начинает сознательно отличать красивое от некрасивого. У него постепенно развивается эстетический вкус. Ответьте на вопросы. От чего зависит умение одеваться, по мнению некоторых людей? О чем нужно помнить? Как можно совершенствовать эстетический вкус? Читаем дальше. Другая категория людей уверена, что они одеваются всегда красиво и со вкусом. Они всю жизнь пользуются одеждой и даже научились хорошо подбирать ее, были бы только деньги. Между тем, это самая большая ошибка. Затрачивать много средств еще не означает одеваться изящно и модно. Ответьте на вопросы. В чем уверена другая категория людей? Почему это самая большая ошибка? Продолжаем чтение текста. На улицах, в учреждениях, театрах, парках можно сплошь и рядом встретить людей, одетых дорого, но при этом весьма дурно. Значит, для того, чтобы быть одетым красиво, далеко недостаточно иметь только деньги. Искусство красивой одежды связано с общей культурой человека и, главным образом, с его художественной культурой. Ответьте на вопросы. Всегда ли дорогой наряд выглядит красиво? Достаточно ли иметь много денег для того, чтобы одеваться красиво? С чем связано искусство красивой одежды? Мы с вами прочитали текст, посвященный искусству красиво одеваться. Как вы думаете, ребята, к какому типу относится этот текст? Это текст рассуждения.
Вспомните, что нужно сделать, чтобы построить рассуждение доказательства. Текст рассуждения имеет следующее строение: тезис, примеры, аргументы и вывод. Проведем анализ прочитанного нами текста. Тезисом является предложение: искусство красиво одеваться – вещь довольно сложная. Аргумент: одни думают, что все зависит от природного вкуса, и если его нет, то нечего стараться, все равно ничего не выйдет. Контраргумент: другая категория людей уверена, что они одеваются всегда красиво и со вкусом. Они всю жизнь пользуются одеждой и даже научились хорошо подбирать ее, были бы только деньги. И дается следующий вывод: искусство красивой одежды связано с общей культурой человека и главным образом с его художественной культурой. Таким образом, мы доказали, что данный текст относится к тексту рассуждению. Ребята, сейчас мы с вами прослушаем текст и посмотрим рисунки художницы Соколовой Люсетты, посвященные кыргызской национальной одежде. История одежды с древнейших времен до наших дней является как бы зеркалом, в котором отражается вся история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают свой отпечаток, свои специфические черты на одежду людей. Традиционный костюм кыргызов является важной составной частью культуры кыргызского народа в целом. Ей были присущи своеобразные черты, типичные для одежды кочевников, что находит объяснение всему исторически сложившемуся образу жизни, связанному с кочевым скотоводческим хозяйством. Климатические условия также оказывали большое влияние на одежду. Преобладал теплый вид одежды на ватной основе или из меха диких животных. Мужская одежда состояла из нательной и верхней одежды. Нательная одежда из распашной рубахи гойнек, туникообразная рубаха со стоячим воротником. Шин – штаны были общего среднеазиатского покроя с широким шагом. Колпак – это старинный кыргызский войлочный головной убор. Изготавливается из войлока, что дает возможность носить его в теплую и весьма прохладную погоду, предохраняя голову от перепада температуры. Традиционная женская одежда состояла из длинной белой рубахи или платья и длинных шаровар. Молодые женщины носили безрукавки из цветного бархата, чептама. Замужние женщины носили распашную юбку с мехом и узорной вышивкой, бельдемчи. Особое место в традиционной одежде кыргызов занимают головные уборы. Ребята, запишите домашнее задание. Как бы вы доказали тезис «человек творит самого себя»? Приведите аргументы, примеры, используя материалы урока. Сделайте вывод из своего рассуждения. Наш урок подошел к концу. Сегодня на уроке мы с вами систематизировали свои знания о бессоюзном сложном предложении. Узнали о типах связи между частями бессоюзного сложного предложения. Вспомнили структуру текста рассуждения. Мы говорили с вами о том, что значит искусство красиво одеваться. Надеюсь, что урок был для вас интересным. До свидания, ребята. До встречи в эфире.